Меня зовут Хугайти Алана. Я уже 3 года занимаюсь преподаванием традиционных техник рукоделия, таких как плетение традиционных шелковых платков, золотое шитье, то есть вышивка золотыми серебряными нитями, там, изготовление различных кисточек, пуговиц, тесемок и так далее. Ну, в общем, теми техниками, которые сейчас, если не считаются практически вымирающими, то очень к этому близки. В общем, получилось все как-то случайно, потому что одежда меня интересовала, в принципе, с детства, но до национальной одежды у меня никогда дело не доходило, то есть совершенно случайно я пришла сюда, в научную библиотеку, мне в руки попала книга, она у меня есть до сих пор, то есть я ее приобрела после этого. Я открыла книгу, в которой автор описывает одежду народов Северного Кавказа, то есть она, как ученый, специализировалась на изучении разных источников, то есть это и раскопки, и гравюры, описание каких-то иностранцев, которые путешествовали по Кавказу. Очень такой многогранный труд. И, в общем, читая эту книгу, я и на обложке увидела какие-то вещицы, и в разных статьях сталкивалась с словами, значения которых я не знала. Вот. После этого понемногу, то есть я пришла домой, начала читать, потом начала изучать, ходила на курсы, покупала видеокурсы, то есть ездила в соседние республики. Получилось так, что у меня очень много знакомых появилось, которые этим занимаются. То есть если здесь это еще не так развито, как в том же самом Нальчике, то есть там есть в их университете специальное отделение на факультете дизайна, то есть это отделение каждый год выпускает студентов, которые уже профессионалы. А здесь, то есть осознавая вот этот контраст, я поняла, что это то, что не то, что необходимо, но важно, и мне показалось, что стоит заняться этим. Получилось так, что в 2017 году я уже закончила один, скажем так, первый блок обучения, то есть я владела уже некоторыми техниками, и мне предложили преподавать, то есть вести курсы по плетению платков вместо своего преподавателя, вместо девушки, которая учила меня. Я согласилась, и, в общем, с этого и началась такая, скажем, моя преподавательская деятельность. То есть у меня в голове уже были идеи преподавать, то есть мне хотелось, у меня было огромное количество разнонаправленных каких-то идей, то есть мне хотелось записывать видеокурсы, мне хотелось проводить какие-то выездные мастер-классы, то есть ездить, возможно, по районам, ездить в Южную Осетию, то есть я хотела масштабности. В 2018 году я решила со своей идеей, со своим проектом поехать на форум Машук. Сложности были с защитой проекта, то есть это физически очень тяжело тратить огромное, невероятное количество времени на правильную форму. Но удивительно, баллы получились такими достаточно высокими. Ну, в общем, мне, кажется, прошло около 3 месяцев, сообщили о том, что мне выделили средства на реализацию моего проекта. И тут начались сложности. То есть нужно было искать помещение, нужно было, если и я и найду помещение платное, коммерческое, нужно было искать средства на его оплату, потому что грантовые средства были направлены у меня на обустройство мастерской. То есть это столы, стулья, шкафы, манекены, там, разные материалы для работы, инструменты. Вот. А такие вещи, как оплата коммунальных услуг, естественно, это все не предусматривало. Получилось так, что обо мне написали статью, и эту статью прочитал глава республики нашей Вячеслав Зелимханович. То есть он поручил найти
помочь, выделить помещение. То есть со мной связались, спросили, чего мне не хватает. Естественно, я за это очень благодарна. Мне бесплатно предоставили помещение. То есть это практически центр города, Штыба, собственное помещение. Там есть все, что мне нужно. Ну, если говорить о каких-то количественных показателях, то за неполный год функционирования мастерской там уже обучились более 350 человек по разным направлениям. То есть это и плетение платков, самое востребованное направление, не знаю почему, и золотое шитье, и там разные техники вроде изготовления пуговиц, кистей, тесемок и так далее. Я, к сожалению, не могу не сравнивать. Я часто езжу в разные арт-центры, в музеи соседних республик, и возвращаясь сюда, мне хочется делать не так, как там, а больше. Вот это меня мотивирует больше всего. Чтобы говорить о проблемах в национальной одежде, нужно сначала ее заиметь. Объясню почему. То есть национальная одежда – это не что-то узконаправленное. Национальная одежда – это состоящее из многих подтипов, такое многогранное понятие. Ну, естественно, я не говорю, что у нас совершенно нет никаких примеров. То есть у нас есть и сценические костюмы, ансамбли, и какие-то стилизованные. Часто это бывает в очень неправильном смехотворном виде, то есть начиная от нарисованных каких-то и напечатанных газырей, там, ну, в общем, об этом очень долго можно говорить. Вот, я, естественно, осознаю, что никто уже не будет одеваться так, как одевались в XVIII веке. Это закономерное развитие. Но если бы наряду с этими комплексами одежды, то есть сценическими и стилизованными, развивались бы и другие этнографические, исторические какие-то комплексы одежды, в которых бы соблюдались все те правила, которые закреплены, огромное количество ансамблей, таких мини-ансамблей, да, которые выступают на свадьбах, а одежда абсолютно не затронута. То есть есть, конечно, у нас реконструкторы, которые занимаются этим, но это не идет, к сожалению, в сравнении с успехами соседних республик. Это даже не то что на мировом уровне качества реконструкции, а даже на российском уровне. То есть российские реконструкторы, я недавно об этом узнала, но был период, когда было модно реконструировать какие-то аланские комплексы одежды. То есть российские ученые занимались этим, а здесь, к сожалению, я не нахожу примеров, которые бы настолько радовали, что хотелось бы гордиться. У меня в телефоне есть огромная коллекция каких-то стилизованных вещей, то есть стилизованных, настолько стилизованных, что там есть, я уже не говорю о платьях с какими-то мужскими элементами одежды, то есть это мужские рубашки с женскими орнаментами, это национальные платья, сверху национальные, снизу какие-то непонятные там рыбьи хвосты, но это покрой платья. Вот. Есть какие-то совершенно дизайнерские фантазии, что-то вроде нарукавной привески, которые крепятся на кисти, закреплены на локте, которые, по сути, должны закрывать руку, они доходят до... в общем, вот настолько разнообразные фантазии, дизайнерские, сложно назвать это дизайнерской фантазией, но примеры того, как не надо делать национальное. Мне бы хотелось, чтобы это делалось, наверное, очень банально это будет, но со вкусом. Вот национальная одежда, честно, на мой взгляд, не востребована, потому что нет на рынке предложения, которое лично меня бы заинтересовало, чтобы я бы захотела это купить. Если мне хочется что-то
национальное надеть на себя, мне это приходится шить. Потому что купить я не могу это нигде, по крайней мере в Осетии. Да? То есть запрос есть на самом деле. Многие, по крайней мере в моем окружении, хотят выглядеть по-осетински, я это так назову. Да? Но если бы на рынке было достойное предложение, мне кажется, вот процент людей, которые хотят выглядеть так, увеличился бы в несколько раз. В прошлом году, летом, кажется, вошел в тренд такой элемент одежды, как, грубо говоря, из последнего, поясная сумка. То есть в нашей традиции есть подобного рода там сумочки, мешочки, не только у нас, там на Северном Кавказе не распространены, называются там у нас чеша, у адыгов чешахар, как-то так, не буду врать, точно не помню. И были попытки лично у меня как-то вводить это в моду, и это было очень интересно. Когда я выходила с этой сумочкой, правда, я не вру, многие мне спрашивали, там, подписывались на мою рабочую страницу. Был спрос, но не было предложения. Вот совсем, если пофантазировать, я хочу, чтобы у нас в центре города был такой крутой музей, не только музей, чтобы внизу был у нас музей национальной одежды. То есть я бы хотела в перспективе, я не знаю, что я еще найду, где мне это все искать. Я бы хотела там поездить по разным селам, по возможности собрать все. Это так и делается, по сути, да. Опять-таки, по примеру соседних регионов. То есть я бы хотела собрать все то, что у нас осталось, либо восстановить по фотографии с использованием тех же материалов. То есть это не попытка сэкономить, а сделать так, как должно быть, так, как было. Я в перспективе создала бы какой-то бренд одежды, с разными направлениями, то есть это будет и национальная одежда, то есть в ее историческом виде, и современная одежда с какой-то ноткой национальности, то есть без фанатизма, без там что-то носибельное, что-то такое, что в 21 веке реально цепляет глаз. Друзья, на самом деле я очень хочу, чтобы после просмотра этого видео каждый осознал нужность и важность национальной одежды и ее место в современном мире.